Итак, всем привет! Сегодня мы начинаем серию видеоуроков, посвященных языку Java, а точнее мы будем разрабатывать проект SMS Handy. В процессе разработки этого проекта мы научимся основам Java, то есть Java Core. Мы узнаем, что такое MVC и как использовать этот принцип при разработке программного обеспечения. Также узнаем, что такое JavaFX, и на ней будем создавать пользовательский интерфейс нашего проекта, то есть нашей программы. Так, пойдем дальше. Для создания этого проекта нам понадобится JDK версии 1.8 и выше. Также нам понадобится среда разработки IntelliJ IDEA. И также программа SceneBuilder, чтобы не создавать пользовательский интерфейс вручную, а чтобы было удобнее, чтобы было быстрее. Также вам понадобится интернет, чтобы выходить из некоторых ситуаций. И также самое главное — это сильное желание учиться и развиваться. Также сделаем некий overview всех уроков. На первом уроке это будет неким началом, где мы создадим структуру, базовую структуру проекта, точку входа и всякие модели, также функциональность этих моделей. На втором уроке мы создадим пользовательский интерфейс, вид главного окна и все прочие окна. Также в конце мы сделаем такое заключение, сделаем мелкие улучшения и также закончим. Итак, давайте начнем создавать. Для начала переходим к IntelliJ и делаем New Project. Так, здесь мы выбираем такой пустой проект, назовем его SMS Handy Lesson. Так. В папке src сделаем. Так, для начала давайте создадим вот эти папки, чтобы было удобнее ориентироваться. Теперь создадим папку app. Так. Также у нас будет папка models. Также у нас будет папка views. Так, также у нас будет папка controllers. Так, в папке app будет находиться наш главный класс, который мы назовем main. Так. И давайте начнем с создания моделей. Модели — это некие объекты, которые будут существовать в нашей программе. Это такие же реальные объекты, как и в нашем мире, например, машина или дерево и все такое. В нашем проекте в SMS Handy мы будем использовать телефон. Давайте назовем его phone. Так. Также у нас будет message, который будет представлять сообщение. У нас будет еще вид таких фонов prepaid phone. Так, у нас еще будет тариф plan phone. Так, и у нас будет оператор, провайдер. Так. Для начала давайте начнем с message. У message будет у нас стринговое значение content, содержание сообщения. Также у нас будет from, то есть это отправитель сообщения. Так, также to — это получатель сообщения. Также у него будет дата отправки. Так, date. Так, импортируем. Так, и в процессе разработки мы будем еще добавлять некие атрибуты. Давайте создадим сейчас конструктор. Чтобы сразу вызвать конструктор, мы нажимаем Alt-Insert и выделим все, нажимаем Enter. Вот. Конструктор у нас готов. Также сделаем getter и setter. Так. В принципе, message у нас готов. Теперь phone. У телефона у нас будет name, у него будет. Также у него будет number, то есть номер.
стримовое значение. Number у него будет, так, также у него будет лист, где будет храниться список сообщений. Message. Импортируем. Чтобы сразу импортировать, нажимаем Alt-Enter. Так. Send. Это для отправленных сообщений. Send message list. Так, также array list, такой же array list. Это received message list. Так, у него еще будет, у него будет свой провайдер. Провайдер. Так, ну в принципе все. Так, сделаем конструктор, нажимаем Alt-N, Alt-Insert, выбираем все вот эти атрибуты. Так. И создадим вот эти getter и setter. Так. Get и set, так. И вот здесь при создании нового абонента нам не нужно указывать все вот эти листы, они будут просто создаваться сразу. Для этого пропишем вот здесь new array list. И здесь то же самое. То есть мы не даем готовые array листа, просто они создаются такие новые array листы. И также сделаем с вот этими геттерами и сеттерами. Так, пусть get остается, а сеты мы уберем. Send message list. Совсем забыли, оказывается. Также у телефонов будет свой баланс. Balance. Так. У него будет тип данных double, потому что мы будем там хранить значение с плавающей запятой. Также из-за этого будет разумнее использовать double. Так. Теперь для этого double тоже сделаем некие методы. Чтобы пополнять методы, сделаем, назовем его депозит. Так, double amount, то есть значение, потом this.balance, присвоим balance плюс amount. То есть мы будем брать актуальное значение баланса и ему плюсовать введенное значение. И также сделаем для него getter. Get balance. Также в конструкторе тоже указан, чтобы баланс при создании абонента был равен нулю. Так, в принципе, с телефоном все. Итак, провайдер. У провайдера у нас будут private string name. Так. У него также будет array лист абонентов. Так. Array лист. Phone. Abonnents. Abonnents лист. Так, также здесь будет статическое значение, тоже array list, провайдер, назовем его providers list. Так, для абонентов, наверное, лучше будет использовать не array list, а hashmap, чтобы можно было получить к ним доступ с помощью их телефонных номеров. Для этого сперва указываем ключ. В качестве ключа будет использоваться номер абонента, из этого сделаем string, и после этого значением будет phone. То есть, когда мы будем обращаться к этому abonnents list, если в методе get в качестве параметра отправим номер, то в итоге мы получаем телефон. Так, сделаем для него конструктор. В конструкторе нам нужно просто указать имя провайдера, также сделаем
getter и setter для этих значений. Set abonnents list, get abonnents list. Так. Set abonnents list нам не нужен, но нам будет нужен метод, который поможет нам добавлять, то есть регистрировать абонента. Назовем его register. В качестве параметра будем передавать phone, и просто добавим в array list этот телефон. Так. Abonnents list.add phone. Так. У нас вышла ошибка, потому что мы не указали ключ phone. В качестве ключа мы будем брать номер и потом phone. В флешмэпе мы будем, чтобы добавлять какой-то абонент, мы будем использовать метод put, а add используется только для array листов. И также set providers там тоже не нужен, но мы сделаем метод add provider или тоже register provider. Public void register, вот, тоже нужен register provider. И в провайдер лист будем добавлять это провайдера. Так, в принципе, здесь тоже все. И давайте сделаем теперь prepaid phone. Так. В prepaid phone и тариф план phone. Prepaid phone отличается тем, что он будет как бы частным абонентом, то есть абонентом с предоплаты. То есть, чтобы воспользоваться услугами какого-либо оператора, он должен сперва заплатить. А тариф-план SMS Handy, он просто пополняет, то есть он не имеет свое количество единиц, он просто имеет некое количество бесплатных SMS-сообщений. Итак, давайте для них укажем private int, или для тариф-плана это будет int, и pay for SMS, то есть cost for one SMS. Cost for SMS, это у него будет 1. То есть при каждом отправке сообщения у него будет количество свободных сообщений уменьшаться на 1 единицу. И также то же самое сделаем с этим с припейном, но у него будет double, так как одно сообщение может быть стоить 1 сом или, например, 1 сом и 90 тиинов. Из-за этого сделаем его double и cost for SMS. Так, пусть у него поначалу будет 5. Так. В принципе, все. Теперь начнем реализовать методы, то есть дополнительные методы, кроме таких геттеров и сеттеров. У фона будет метод под названием sendSMS. Public void sendSMS. Так, давайте назовем sendMessage. Сперва будем указывать string number, то есть номер, string to, то есть номер получателя, и также message, и сам объект message. Также сделаем метод public void canSendMessage. Это будет не void, а будет возвращать некое значение boolean, то есть true или false. Можно отправить сообщение, да или нет. Ну, поначалу сделаем просто return true. Так, canSendMessage. Или давайте сделаем его абстрактным, чтобы, так как может ли отправить сообщение будет решаться от того, сколько у него единиц, а единицы у двух объектов разные, из-за этого сделаем его абстрактным, чтобы они реализовались у тех классов, которые от него наследуют. И также сделаем абстрактный класс public
abstract class phone. И вот эти два вида телефона будут его наследовать, то есть расширять. Extends phone. Тут, как мы видим, сразу появилась ошибка, которая говорит то, что мы не реализовали абстрактные методы родительского класса. Из-за этого реализуем. Override. Так, pull in can send message. If так, если this.getBalance минус cost for SMS больше или равно нулю, то есть это означает, если сминусовать стоимость одного сообщения от текущего баланса телефона, если вычитание, то есть разность равняется или больше нуля, то он может отправлять сообщение. А в противном случае else return false. Так. И также сделаем для него конструктор public prepaid phone string number. Давайте посмотрим у родителя. Name, number и provider. Name, string number и provider. Provider. И также вызовем родительский конструктор. И все то же самое сделаем с тариф-планом. Он будет у нас extended phone, не провайдер, а phone. Также у него должен быть такой же конструктор, как и у родителя. Public тариф-план, string name, string number и provider, name, number, provider. Так, теперь сделаем метод override public boolean can send message. If this.getBalance cost for SMS больше или равно нулю, то возвращаем true. Else return false. Мы сделали, кажется, вместо A написали I. Теперь заправим. Так. Теперь реализуем отправку сообщения. Так, сообщение у нас готово. Phone. Send message. Так. В провайдере нам понадобятся методы как public provider, то есть чтобы найти провайдера определенного номера. Public provider, find provider for и string number. То есть если мы в качестве параметра дадим номер, то он должен найти провайдер, где зарегистрирован этот номер. Так как провайдер list является статическим, то есть это атрибут, который является единственным для всех остальных. Сперва мы сделаем if
сделаем for. Будем перебирать все провайдеры. Используем for each, for provider. Для провайдера в провайдер листе if. Сделаем if provider.get abonnents list .contains key. Contains key означает то, что имеет ли этот хэшмэп такой ключ contains key number. Если он имеет, то мы возвращаем return этот провайдер. В противном случае return null. Также сделаем здесь метод send, public boolean send message, который будет принимать объект message. Так, у нас получилось два метода send message. Phone, когда мы будем вызывать этот метод send message, он будет проверять, какой номер, является ли, то есть не является ли номер похожим к своему номеру. То есть, здесь будет проверяться это, а в провайдере будет проверяться, вообще существует ли такой номер у провайдеров. Message phone. Phone у нас будет, начнем сразу проверять. Так, мы сперва проверим if to, то есть номер отправителя равняется this.getNumber. То есть если оно не равняется, то мы будем идти дальше. Или давайте, если он равняется, то вызовем сообщение. Пожалуйста, введите номер отличный от вашего. Else if to equals. Давайте сделаем звездочка 500. То есть если номер будет звездочка 500, то он будет возвращать ваш баланс. И давайте на вашем балансе this.get balance. Сомов. Так. И else this.get provider send message. Давайте сверху создадим объект message. Так. Вот здесь давайте поменяем немножко. Не будем делать message, а string и string content. То есть сперва будет номер получателя, потом текст сообщения. А здесь создадим то самое сообщение. Message равно new message. Так, сперва content, получатель, то есть content, отправитель, получатель и дата. Так, content будет content. Так, получатель будет this.getNumber, то есть сам отправитель, потом to будет to, который из параметров, и new date. Зададим new date. Так.
и сообщение. Вот сообщение. Message. Здесь также проверим, хватает ли у него сообщения. This.consent. Else. Выведем сообщение. Не удалось отправить сообщение. Так. Теперь где-то у нас ошибка. Так. Здесь поставим. Так, в принципе, все. Теперь разберемся с провайдером. Тут мы начнем. Тут мы создадим провайдера, который, провайдер получателя, то есть найдем провайдер получателя. Провайдер, назовем его to провайдер. Присвоим this.find provider for message.get to. If to provider не равняется нулю, не является нулю, то также создадим у фона методы receive SMS, то есть принять сообщение. Public void receive message. Receive message. Так. И this.receive message list.add message. Send message. Здесь мы будем также добавлять send message list add текущий message. Правда. Здесь мы пока не будем добавлять, так как нам неизвестно, дойдет ли это сообщение или нет. Вернемся к провайдеру. To provider.get abonnents list.get message.get to. Get to. Давайте все это присвоим к одному телефону. Phone to phone, то есть это получатель, присвоим. И после этого вызовем его метод receive message. Receive message. И после этого также создадим phone. Phone from phone, это отправитель. Присвоим ему здесь abonnents list.get message.get from phone.get send message list и add message. Хотя мы можем сразу без этого обойтись, без метода receive message. Он у нас был здесь. Так, давайте его удалим, и вот здесь просто сделаем, получим get received message list .add
И добавим этот message. Так. Идем дальше. У from phone вызовем метод pay for SMS. Мы его не реализовали также, и поэтому реализуем. Также сделаем его абстрактным, потому что каждый вид телефона будет платить по-разному. Void pay for SMS. Alright. Public void pay for message. Будем использовать только одно слово. Pay for message. Pay for message. This точка. Set balance. Оказывается, set balance нам все-таки нужен. Set balance. Set balance. Так. Prepaid phone. Set balance. Так, вот здесь. Вот здесь тоже сделаем set balance. И здесь тоже set balance. Get balance минус cost for SMS. То же самое сделаем и с этим классом. Public void pay for SMS. This точка set balance. Get balance cost for SMS. Pay for message. И здесь у отправителя вызовем метод pay for SMS. То есть если все отправлено, то он должен заплатить. Так, и return true. Else, в противном случае return false. Так. В принципе, все у нас готово. Базовый функционал у нас уже, получается, есть. Давайте протестируем. Давайте создадим одного провайдера. Так, это у нас из models. Мы его должны импортировать. То есть models и provider. То есть указать их адрес. Provider. Сразу зададим. Давайте сделаем точку входа программы. PSVM. Так. Provider. New provider. Здесь мы должны указать name. Давайте у нас это будет Megacom. Так. Также зададим один телефон. Phone. Пусть он будет new phone. Так, он будет у нас prepaid phone. Так, name у него будет, пускай Айгерин. Так, после этого у нас идет номер и потом провайдер. Номер у него будет пусть 0.555, И потом провайдер будет тот провайдер. Мы, оказывается, забыли здесь указать регистрацию провайдера, то есть чтобы телефон зарегистрировался у того провайдера. Давайте это сделаем. Так, провайдер. Register. Так, это у нас будет phone. В конструкторе. Так, баланс мы можем здесь, в принципе, пусть стоит. Так. Провайдер. Также, после того, как мы указали провайдер, давайте сделаем register и this. То
зарегистрировать себя. Если мы сделаем регистр, то номер добавится в список абонентов. Так, пойдем дальше. То есть при создании телефона он автоматически будет регистрироваться у этого провайдера. Так, давайте зададим второй телефон. Phone 1, new, prepaid phone. Это у нас будет Sky IPRE. Ее номер будет 0777 55 66 77. Так, у нее тоже будет провайдер 1. Или давайте сделаем другой провайдер. Провайдер 1, new, провайдер. Название, например, будет Beeline Feature. Да? И скажем провайдер 1. Теперь давайте выведем список. Сперва выведем список этих провайдеров. Провайдер. Опять же воспользуемся с for each. Провайдер. Provider.get. Get provider list. Мы, кажется, не реализовали get provider list. Public static. Хотя он есть. Get provider list. Так. System out. Provider. Get name. Сперва по списку будут выводиться все вот эти имена провайдеров. Потом давайте сделаем свою строку. И после этого для каждого провайдера, или давайте сделаем вот здесь еще один for, чтобы сразу вводилось имя провайдера и после этого все зарегистрировавшиеся в ней абоненты. Так, for phone, так, провайдер get abonnents list. Также будем вводить имя сообщения, то есть давайте теперь сделаем один такой таб и phone плюс phone2.get get name, потом сделаем некий пробел плюс phone2.get number, также сделаем баланс. Пробел phone2.get balance. Так, на этом закончим. Теперь после этого сделаем у фона сделаем set balance, сделаем пополнение баланса на 50 сомов. И после этого отправим. После этого проверим, давайте, сколько у него сообщений. Так. Phone1.get name плюс. Давайте сделаем у phone на phone, у phone get name. Get balance sums. Да. Теперь phone делаем send message. Номер укажем. Давайте укажем номер 0777 55 66 77 и сообщение new message. Так, здесь мы укажем
content. Привет, привет IPRI. From это будет его собственный номер, то есть phone.get number. Так, получателем будет мы, оказывается, сделаем здесь неправильно. Ну, тоже нужно просто указать привет IPRI. Привет IPRI. После этого давайте продублируем вот этот вот код, чтобы заново не писать. Еще раз. Так. Да. Теперь попробуем еще раз отправить сообщение на какой-нибудь несуществующий номер. Так. Send message. Номер будет, давайте, 04 и какой-то неправильный номер. Так. Содержание тоже, для примера. Попробуем отправиться или нет. Также попробуем отправить сообщение у phone 1, то есть у него не хватает балансов. Из-за этого тоже попробуем. Мы, оказывается, не указали, что будет, если у него не хватает баланса, то есть. Здесь давайте пропишем. Не хватает средств для отправки сообщений. Ту, скажем, 0555 55 55 55, то есть номер IPRI и тоже привет. Так. Также давайте сделаем у phone 1 send message на номер звездочка 500 решетка и текст оставим пустым. Так, давайте запустим. Так, точка входа у нас находится в мейне. Так, сейчас подождем, пока она скомпилируется. Так, мы получили ошибку. Так, register abonnents list. Мы, оказывается, не загрузили вот эти abonnents листы. Так, this abonnents list is for new array list. Так, и то же самое с providers list. Так. Листочка. Так, почему? Providers list. New array list. Итак. Не array list, а new hashmark. Так, все, теперь еще раз запустим еще раз. Так. У IPRI 50 сомов. У IPRI 50 сомов, не хватает средств для отправки сообщения, на вашем балансе 50 сомов. Так. So, provider.get providers list. Вот, мы видим, что он не сработал. Сейчас постараемся найти ошибку. Так, он вывел то, что у IPRI 50 сомов, то есть for у нас в данном случае не сработал. Значит, providers list пустой. Да, он пустой, потому что мы, оказывается, не добавляем туда в providers list текущего провайдера. Давайте запишем. Так. И запустим еще раз. Так, Beeline KG, IPRI. Beeline KG сработал, но Мегаком почему-то не сработал. Так, for provider, providers list.
macOS при каждом запуске конструктора macOS создаем новый провайдер лист. Из-за этого он все время обновляет. Давайте сделаем это в самом верху и запустим еще раз. Вот теперь мы видим то, что он хорошо сработал. Так, у iGrim 50 сомов. И после этого мы, оказывается, отправили сообщение. Потом вышло то, что у iGrim 45 сомов. Для Айпири вышло то, что у нее не хватает средств. Также давайте сделаем метод toString. Он будет переопределять метод в родительский метод. Public void public string toString. И return мы будем возвращать содержание, получатель плюс получается get to. Для этого мы перейдем на новую линию. Так. Вот. Правитель плюс this.getFrom. Также перейдем на новую линию и содержание. This.getContent. Также перейдем на новую линию. Плюс дата правки. This.get date. toString. Все. Теперь давайте сделаем в конце phone.get send message list. Давайте сделаем, лучше вызовем метод for each for phone provider .get list.values и будем выводить все сообщения из все отправленные сообщения. Так, и после этого то же самое делаем для второго. Провайдер 1 для второго провайдера. .get. Мы, оказывается, здесь вызвали can send message. Get send message list. Давайте вот здесь поменяем. Так, for message phone.get send message. И будем выводить message. То же самое делаем для второго. Так, message phone.get received message. И будем вводить message. И сделаем теперь для второго телефона то же самое. У нас там было phone 1, то есть phone, а здесь phone 1. Давайте запустим еще раз. У iGrim 50 сомов, у iGrim 45 сомов после отправки, потом
IP не может отправить сообщение, потом на вашем балансе 45 сомов. И после этого идут сообщения получателей, то есть 775. То есть мы видим то, что у него вышло в Send Messages, а у него вышло сообщение из The Saved Messages. Так, все у нас вроде бы здесь работает. Теперь на следующем уроке мы сделаем вид для нашей программы. Всего доброго, всем пока!